Прежде всего, нужно развитие нормативно-правовой базы, создание инфраструктуры, поддержка институциональная, законодательная, потом поддержка инвестиционная, конечно, грантовая, поддержка международных организаций от донорских сообществ и так далее. Ну и, безусловно, нужен выход на международный рынок с помощью, скажем так, цифровизации, то есть нужно быть более активными в онлайн-пространстве, и, наверное, знание английского языка тоже будет большим преимуществом. У нас активно развивается туризм, и, безусловно, нужно больше внимания акцентировать на искусство и культуру, потому что у нас очень много памятников и, в принципе, культурного наследия. Культура и искусство являются частью креативных индустрий. У нас создана Ассоциация креативных индустрий, и мы являемся первой страной в Центральной Азии, которая создала парк креативных индустрий. Это большой прорывной шаг для нашего региона. Нужно больше коллабораций с бизнесом, нужно больше образования в сфере искусства и культуры. И как-то на таком фундаментальном базовом уровне внедрять искусство и культуру, наверное, во все сферы креативных индустрий. Интернет разбил все границы, сегодня очень много возможностей, безграничное количество. Самое главное – это все-таки знание английского, я думаю, плюс сильное портфолио, и не бояться подавать на разные арт-резиденции зарубежные, на гранты, которые предоставляются международными фондами, плюс участвовать в ярмарках, выставках зарубежных типа Сотбис, Кристис. Но для этого нужен или арт-агент, или же знание английского, плюс уверенность в себе.